вот сейчас надо митинг, понимаете, отменить решение суда Дзержинского, понимаете? Но куда вот у нас люди пассивные избиратели, некому вот возбудить. Какой-то укол надо каждому индивидуально отдать, чтобы не давались убрать. Пошли к нам. Пошли. Ну и пойдем как раз. Я передам. Я передам. Давайте назад. С коммунальщиком за последние 4 года все теряют. Это самый выгодный их экспорт. Но а в чем же здесь беда? Во власти. Там власть под контролем общества, под контролем народа и конституционно, и фактически. У нас же власть оказалась бесконтрольной. Более воровская, безнравственная, а то и бандитская в некоторых регионах. Никогда, ни в какие времена безнравственная власть ничего не создавала. Город, Риша, там пружины и кладь еще какую-то там структуру. Не меняли никакие другие режимы. В случае изменения погоды концертная программа будет перенесена в зал. Сейчас во дворце Культуры Прогресс проходит встреча с кандидатом в губернаторы Приморья Виктором Ивановичем. Дай мне 4 рубля. Зачем? Я куплю, посмотрю. Чай. Нет, Дим, ты... Я сам. Пойдем. На Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверском, вглубь зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей.
Спасибо. Ну, следующую песню вы могли видеть в такой программе, которая... Ситуация непростая. И вот во всей этой системе, там, где я в зале не говорил, сейчас раскладывается следующий схема. Значит, по официальным здесь рейтингам, то, что там в газетах пишут, что на радио, на телевидении, обычно это чисто политические заказы, как закажут, так и там скажут, а туда в Москву уходит официальный вот этот, значит, рейтинг. Здесь работают 4 группы. Одна группа у Кирилличева, одна волгоградская, еще одна новосибирская и одна санкт-петербургская, там у остальных работает. А у меня вот, причем, естественно, там большие деньги, у нас этого ничего нет, и довольно, конечно, печально и накладно. Но есть перспектива. Листовками агитации, а действиями самого кандидата. Поэтому не было через других, третьих, четвертых, не убеждаю. Мне нужно было, чтобы из-под Апанасенки он хотя бы забрал половину ресурсов, а у Черепкова, само собой, разумеется, то во второй тур Апанасенко не выходит. И тогда было принято решение экстренно, с вылетом московских даже ребят, сделать так, чтобы из-под Дубинина, я бы там знал еще заранее, предупредил их, но они не поверили. Я, конечно, незаконным путем, но она произошла. Нам тоже это выгодно. Политик он должен из любых условий. Как при... У него большой рейтинг, он обратится голосовать против всех в этом случае, и много протестного на сегодня электората. Вообще 7%, 21, который сегодня протестный, добавить, даже пусть 20. А больше кадров делать. Подождите, приготовимся. Десяток снял. А все. Все? Да. Там надо. Денежных взаимоотношений, полных развратов. А дети получают всего 1000 получают. Помолчи. За что? А тепла нету, год не было. А квартплату все тянут. Уже с 1 марта говорят 900 рублей отопление. Да это ж где такие деньги возьмут? Это сколько нужно мне получать? Отопление, которое... Оно его нету, и никогда не будет. Отоплением нельзя. Мы вам желаем победы. Спасибо. Я живите наш город. Спасибо. Сначала надо этого мэра убрать. При вашей помощи. Надо. А как вы сделаете? Как это в силах нашего будущего губернатора? Или ваш руководитель, или же должен бороться
Мэр, каким способом? Это другой разговор. Добиваться, и всем остальным от этого хорошо. Так вот, я действительно судился, начиная от президента и заканчивая с кем угодно. Я как грамотвод брал на себя ангел, святой и так далее. Поэтому начнем прямо с этого. Почему одни ненавидят, а другие непорядочные? Я никогда в личные счеты не вхожу. Вот с порядочными, вот это моя память. Непорядочные старались их непорядочность как-то более-менее тоже раз, как-то другой. Во всех и там есть разделение. Есть такие отрасли направления, где должен быть корявый мужик, пусть даже выглядится, он делает дело свое, день и ночь отдается. У нас другая сфера. Это коммунальная. Это люди нестандартные. Люди, которые делают то, что, как правило, непонимаемо среднее. Мы первые изобретали компьютеры, но их делали где-то там. Открыть и навели эти двери. Засилие посредственности, которые строят свои отношения на маклях. Так, чтобы не он распределял, сколько ты зарегистрировал за этот месяц и за какой срок каждый. А не то, что ты есть любого зверя. Ни одна война не разрушила столько, сколько безнравственная воровская, а то и полбандитская власть, первоклассник, а то и детсадовцев ребенок, как люди формирует личность гражданина. И на этой сфере масштаба той сферы, которую мы выходим. Ничего. Даже от русского языка останется то, на чем они объясняются в своем общении. Только разрушать. Вы не даете денег на воспитание, будете вечно выделять деньги на разбитые окна, исписанные подъезды, изуродованные все, что ему попадает с поля. Причем значительно больше. Ну хорошо, эта стенка исписанная и исписанная. Но ему заслуженный солдат России, изобретатель СССР, лауреат, удостоенный звания диплома мастер золотые руки. Остальное 13 раз выбрасывать два указа президента, несколько раз Самонов. Это уже не стоит останавливаться. Но любимые хобби медицины. 540 раз предложили изобретение. Остальное вы все вам не знаете, в черно-белых цветах, а сейчас уже в натуральном соку. Здесь два дни. Почему одни пишут некорректно? Это ничего и не. Вот вы, значит, здесь пишете, что вот он. Виктор Иванович, это я вот набрасывала ерунду, что быстро. А если для газеты я чуть побольше сделаю, да, и по-другому уже, там уже будет немножко другой смысл. Тем более, что вы меня знаете. Да, так что это конструктивно. Написали там, значит, на заборе или эта табличка, да, это наглядность, которая без фонда, да. Это значит, я почему тут у меня дальше следующее вот что. Вот я сотрудничаю с газетой «Северное Приморье». Вот вы сейчас туда в Дальнегорск поедете, она все районы эти обходит, эта газета. Они иногда меня печатают. Я с ним позвонила, говорю... Вообще фотать надо вон оттуда, вот. Прям туда вон заходить. Почему? Вот сюда, вот где солнце. Мне тоже так кажется. Всю ложбину вот эту сфотаете полностью. Я солнце. Ну давай. Допустим, в больших городах, которые есть, там, в общем-то, есть физическая возможность поменять жилье. А вот такие монопоселки, как у нас, Дальнегорск, Дальнереченск, которые большинство составляет, у нас нет обменного фонда. У нас очень мало однокомнатных квартир, двухкомнатных квартир. Как-то раньше мы строились, и семьи были большие. В основном делали упор 3-4-комнатных квартир. Всегда была проблема получить квартиру больше и больше. А вот сегодня, на сегодняшний день, получается,
ну вот в однокомнатной квартире живут, в четырехкомнатной живут двое. Дети разъехались, остались вот пенсионеры. Значит, вот это вот и... Эта проблема, само собой, отпадет. И социальная норма, вот Она отпадет автоматически, когда вот мы с вами рассматривали составляющую тарифную. Ведь мы только вот с вами на одних посредниках сразу же увидели, что в 3 раза можно уменьшить этот тариф. А на технической вот этой вот стороне потери все и КПД 46% еще в 2 раза. И 3-й раз в 2 раза вот на этих вот этих. В 6 раз. Нет, это понятно, это цена, это тариф. А вот я говорю, социальная норма. Я понял, я вам поясняю, что вообще вопрос о социальной норме, он отпадет. Потому что если в 6 раз будет тариф ниже, и в 6 раз им платить будет меньше, вообще вопрос и у нас отпадет, сколько у него там площадь было, сколько по какой, это даже проблемы не возникнет. Ведь сейчас мы эту площадь высчитываем, вот сколько там с квадратными метрами ходим и с рулеткой, лишь только потому, что вот нас загнали с этими тарифами. Еще Чубайс обещает в 2 раза повысить. 1700 у нас в среднем в месяц, я беру, если абонентная оплата среднемесячная, 3-комнатная квартира, 1700, можно ее потянуть? Конечно нет. Никогда. Конечно нет. Вот так. Поэтому здесь вот выходы в других есть. И эти проблемы сами отпадут. Я многие вещи вот здесь, поскольку, в общем-то, когда я вот выступаю, я там многие вещи, допустим, даже рассказываю, как мне бесплатный транспорт дал прибыль 170%. Это действительно так. И я вот своих подчиненных все время учил, что власть и интеллект, они должны делать деньги в первую очередь. А вся наша власть построена в России по принципу задачи вниз, а деньги поделим между собой. И в кризис загоняют все, что только можно. Вот главная проблема. И проблема действительно власти. Именно вот этой воровской, безнравственной власти, которая и разоряет, и нижестоящую власть загоняет в тупик, а ты крайний между народом и проблемой. Виктор Иванович, а вы владеете ситуацией на наших градообразующих предприятиях? Конечно. Но я там еще непосредственно буду работать там, еще мы спланировали, что непосредственно там, для того, чтобы более глубже, и то, что я еще по цехам там должен ходить посмотреть. Ну вот этот вот второй передел собственности, который сейчас на Боре осуществляется, насколько вот в этом глубоко плане. вы знаете ситуацию? Нет, я знаю по Бору еще вот прежнего, который был еще где-то в 94-м году, 95-м вот этот передел. Потом знаю, какие тут, но в деталях этот последний передел я не в курсе событий. И по Дальполиметаллу в том числе. Да. Ну, вы тем не менее знаете о том, что сейчас задерживается, не сейчас, уже давно задерживается выход указа. Да, мы уже говорили здесь, и тут кое-что даже наметили по этому вопросу. То есть это сейчас самая важная ключевая позиция. Самая важная ключевая позиция. У меня, я не знаю, в какой мере это можно записать. Нет, это нормально. Нормально? Не надо выключить.